Я очень благодарен за приглашение выступить на конференции, посвященной памяти Арона Абрамовича Брудного. Это большая честь для меня. Арон Абрамович был среди первых, кто увидел неразрывную связь между лингвистикой, психологией, социологией и философией. Он обладал в этих областях энциклопедическими знаниями. Особый интерес представлял для него феномен психики человека. Мое короткое выступление посвящено проблеме одушевленности, попытке ответить на вопрос, что такое одушевленный объект. По-русски разговор об одушевленности естественно начать с двух сортов существительных, которые есть в русском языке. Что это? Это фотография. Кто это у меня на руках? Это черный кот. Русский язык на вопрос, что такое одушевленность, дает ясный, но не исчерпывающий ответ. Одушевленным является объект, по отношению к которому мы употребляем вопрос «кто», в отличие от неодушевленного объекта, по отношению к которому мы употребляем вопрос «что». Но как мы узнаем, какой вопрос нужно употребить? Филин, заяц, волк, кабан – объекты одушевленные. Мы с детства выучили это. А как быть с такими объектами, как компьютер, робот? Если мы обратимся к специалистам по искусственному интеллекту, то не получим ясного ответа. Одни скажут, что эти объекты всего лишь мертвые наборы электронных схем, другие будут уверять нас, что в них присутствует элементарная одушевленность. Эти различные ответы отражают фундаментальную научную проблему. Что значит, что тело одушевленно? Через какой тест должен быть проведен объект, чтобы выяснить, является ли он одушевленным? Замечу, что термин «одушевленность» естественно звучит в религиозном контексте. Может быть, одушевленными являются объекты, в которые Творец вдохнул душу? Многие с этим согласятся, но не ученые. Они примут такое утверждение, лишь если ему удастся сфотографировать Творца в момент, когда он вдыхает душу. Наука в большей степени основывается на наблюдениях, чем на вере. Следует отметить, что термины «одушевленность» и «сознание» в силу сложившейся традиции часто используются как синонимы. Конечно, при этом мы должны предполагать, что, например, у паука есть зачатки сознания. Также близки друг к другу слова «одушевленный» и «живой». В некоторых языках этим понятиям соответствует одно слово, поэтому я также буду использовать их как синонимы. Задача состоит в том, чтобы, во-первых, построить такую философию, в рамках которой в мире может существовать одушевленность без привлечения Творца в картину мира. Во-вторых, необходимо сформулировать гипотезу о том, чем может быть одушевленность, и подвергнуть эту гипотезу эмпирической и экспериментальной проверке. Приступая к анализу одушевленности, мы ощущаем свое бессилие. Мы вынуждены опираться на метафоры, а не на объективные признаки этого феномена. Нам необходимо провести ревизию понятия реальности, включив в него, в это понятие, наряду с физическими объектами, ментальные феномены. Представим себе, что некоторая фирма создала совершенного робота, предназначенного для работы на Марсе. Внешне этот робот ничем не отличается от человека. Предполагается, что робот проведет на Марсе 2 года, после чего его батареи истощатся и робот погибнет. Представим себе далее, что этот робот публично заявил, что он не хочет лететь на Марс, и что сама мысль, что он скоро умрет, доставляет ему непереносимые страдания. В результате выступления робота возникло массовое движение в его защиту. Члены этого движения требуют оградить робота от душевной боли. Далее фирма, построившая робота, оглашает документ, в котором утверждается, что роботы, в отличие от людей и животных, не могут испытывать страданий, что бунт робота есть результат технического сбоя, и что робот просто неодушевленный предмет, такой же, как, например, телевизор.
В ответ на это робот заявил, что он ничем не отличается от работников фирмы. То есть, если у него нет сознания, то и у них нет сознания, поскольку он может объяснить каждый акт их поведения, используя только физические понятия. Поэтому он должен обладать такими же правами, что и они. В чем смысл этой истории? Он состоит в том, что сегодня присутствие сознания у объекта или его отсутствие не может быть диагностировано операциональным путем. Другими словами, у нас нет теста, способного показать одушевленный данный объект, то есть является ли он живым. Подчеркнем, что такой тест, если он может существовать, должен принципиально отличаться от знаменитого теста Тьюринга, в котором машина сравнивается с человеком по ответам на одни и те же вопросы. Если эксперт не может отличить ответы машины от ответов человека, считается, что машина обладает разумом. Однако тест Тьюринга не позволяет определить, есть ли у машины субъективность. Многие из нас верят, что любой акт поведения как робота, так и человека может объяснен с помощью понятий естественных наук. Однако, вглядываясь в себя и в других, мы ощущаем, что, сводя сознание к физике, мы теряем нечто бесценное. Строя естественно-научную картину самих себя, мы упускаем самое главное – наш субъективный внутренний мир. Выход из этого тупика может заключаться в построении иной картины реальности, чем та, которую мы используем сейчас. В своей последней работе я пытаюсь показать, что в основу такой модели могут быть положены мысли Платона об идеальном. Спасибо за внимание.